Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Какую правду, какую истину откроет вам сегодня песок? Попросите правды для себя, попросите истины, и пусть песочек нам все покажет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, какая правда, какая истина? Смотрите, то, что вам желанно больше всего в сегодняшнем дне, то есть это ваше желание, это ваша мечта, это ваша хотелка, к вам сейчас гораздо ближе, чем вы могли бы подумать. Смотрите, с левой стороны идет грандиозное исполнение, либо свершение. Прям совсем близко к вам находится. Вы, конечно, уже терпение теряете, а кто-то даже и разочаровывается. Но поверьте, совсем не за горами тот день, когда ваше желание исполнится, когда мечта исполнится, когда случится то, чего вы так долго ждали, либо то, о чем вы так долго просили. Понятно, что вы все разные, у вас у всех разные мечты и хотелки. Но вот я вижу, комета летит. Эта комета исполняет, эта комета приносит. Не за горами, а в ближайшем обозримом будущем. Ну, если еще точнее, то в течение 3 месяцев, мои хорошие. Опять же, у кого-то раньше, у кого-то чуть попозже. Но вот в 5 минутах, грубо говоря, вы находитесь от своей мечты, от своего желания. Так, правая сторона. С правой стороны человек в пути. Человек в пути, но путь очень такой витиеватый. Дороги не видно, дорога как будто бы в тумане. Кто-то очень хочет приехать, вы знаете, и сердцем, и душой стремится, и, возможно, ищет возможность, как к вам приехать, до вас добраться. Но дорогу не видно, дорогу затянуло туманом. Это вообще не дорога, а какой-то лабиринт. Лабиринт. Знаете, как либо кто-то не пускает, либо обстоятельства складываются таким образом, что человек не может доехать. Петляет этими дорогами туманными, никак не может добраться до вас, да, никак не может найти ту самую, которая приведет конкретно к вам. Вы, возможно, на этого человека злитесь, обижаете. Да, возможно, человек вам объясняет, что вот такая ситуация, сложно, невозможно. Либо я запутался, да, потерялся во всех этих дорогах, а вы не верите, вы считаете, что человек просто вас за нос водит, да, либо не хочет вас видеть, либо не хочет к вам приезжать. Это все не так. Я вижу стремление этого человека, я вижу с правой стороны этого человека. Но вот как не пускают, понимаете? Либо конкретно судьба не пускает, высшие силы не пускают, либо какой-то конкретный человек, вернее, воля этого конкретного человека не пускает к вам. Пока этот человек петляет, но, поверьте, туман рассеется. Дорожку этот человек найдет и до вас обязательно доедет, либо к вам обязательно приедет. Так, еще буква К с большим сюрпризом. Так, давайте так. Буква К. Человек на букву К, мужчина либо женщина. Имя, фамилия, может быть даже прозвище. Сюрприз. Сюрпризы бывают разные. Бывают радостные, а бывают и не очень, да, бывают шокирующие. Вот вижу, что человек готовит вам сюрприз. Готовит, причем тщательно готовит. И имейте это в виду, да, с людьми на букву К будьте поосторожней. Да, что-то будет необычное. Не могу сказать, что вам прям понравится. Либо сразу понравится, может быть, потом понравится. Но вот готовит для вас что-то. Если вы понимаете, о ком я говорю, поговорите с этим человеком и предупредите, что вы не любите сюрпризы, да, то есть в принципе не люблю. Случайно ничего для меня не готовишь, давай обсудим.
Поверьте, это хороший шаг, да, поговорить с этим человеком по поводу сюрпризов, потому что явно что-то будет. Так что поговорите, лучше поговорите. От греха подальше лучше поговорите. Так, еще в правой стороне птичка в гнезде, в сердечке. Боже, какая красота. Птичка, гнездо, сердечко. И какой-то человек тянет руки к этой птичке. Кто-то лезет в вашу личную жизнь, лезет в ваш дом, в вашу семью. И тот, кто лезет, у него очень грязные руки. Человек, возможно, вам, типа помощь оказывает, говорит, ты не бойся, я тебе помогаю, я на твоей стороне, я с тобой, там, я за тебя. А руки-то грязные. Мои хорошие девушки, мужчины, кто меня смотрит, кто в семье, у кого отношения. Не позволяйте третьим лицам ни под каким предлогом лезть в вашу жизнь, лезть в вашу семью, лезть в ваши отношения. Предлоги могут быть разные. И хорошие, и помощь, и поддержка. Не нужен вам этот третий человек. У человека руки грязные, человек все там вам нарушит, сломает, рассорит. Вместо помощи даже какие-то гадости могут пойти. Берегите свой союз, берегите свой дом, берегите свою семью. Никого туда не пускайте. Ни своих, ни чужих, ни родных. Понимаете, бывает, и родственники могут навредить. Вот такое даже предупреждение идет. Руки грязные у человека. Что может быть хорошего? Ничего хорошего. Так, еще вижу, что вы в руках что-то будете держать. Захотите это то ли выкинуть, то ли кому-то отдать. Что-то типа ненужное, никчемное, ничего не стоящее. Не делайте эту ошибку. Эта вещь, либо она действительно ценная, может быть, какая-то раритетная, либо эта вещь, может быть, даже какой-то оберег. Оберег, старинный оберег. Оберег вашего рода, допустим. Не выкидывайте. Не выкидывайте. Разберитесь, что это за вещь, ее назначение, ее истинную стоимость, потом уже принимайте решение. Вообще мне говорят, что ничего выкидывать не надо, иначе пожалеете. Так, здесь очень хороший знак. Аист прогоняет летучую мышь. Аист — это про семейное счастье, это про детей, это про беременность. Прогоняет летучую мышь. Летучая мышь — это все-таки ночное существо, и на своих крыльях оно разносит либо заразы, либо негативные воздействия, страхи, переживания, тоску, хандру. Вот аист прогоняет летучую мышь. Но опять же, вы у меня все разные. У кого-то беременность наступит, хорошие новости о беременности чьи-то придут. У других, например, уйдет тоска, хандра, потому что появится человек, с кем вы захотите создать семью. То есть и так может отыграться. Но в любом случае аист прогоняет летучую мышь. Аист, он и больше, и сильнее, и летучую мышь точно прогонит. Опять же, если какие-то были сложные времена между людьми, во взаимоотношениях, то здесь все наладится. Здесь женщина поднимает руки вверх. Знаете, вот как, все, сдаюсь, я подняла руки вверх. Женщина бессильна перед вами, женщина, у которой рухнули все планы, и женщина, которая, признает вас, вашу силу, вашу правоту. Она перед вами сдается. В таком положении я сдаюсь. Это уже происходит. Просто, возможно, с левой стороны еще вы об этом не узнали, либо она вам конкретно об этом не сказала. Как проиграла. Она уже проиграла, и она уже это признала. Кстати, у кого-то соперница. Соперница, которая сдается, говорит: все, я понимаю, что мне ничего не светит, я понимаю, что я здесь третья лишняя, ухожу. Такой, знаете, сильный знак. С правой стороны птенец готовится вылететь из гнезда. Знаете, птенец уже такой большой, серьезный, все уже знает, все уже умеет. Не терпится вырваться из гнезда, из-под опеки. Мои хорошие, действительно, посмотрите на своих деток. Детки уже готовы ко взрослой самостоятельной жизни. Они этого хотят, они к этому стремятся. Вы их прекрасно вырастили, вы их прекрасно подготовили к реалиям жизни. Хватит удерживать, либо дайте возможность пожить взрослой жизнью. Птенец. Это может быть и дочь, и сын.
готовится вылететь и вылетит. В правую сторону летит. Все хорошо будет. Отпустите, дайте возможность летать. Не портите отношения со своими детьми. Понятно, что для любого родителя ребенок, он всегда будет маленьким, да, сколько бы лет ребенку не было. Но ваш ребенок готов к самостоятельности, и он ее хочет. Кстати, у кого-то отыграется, что ребенок, возможно, куда-то на обучение поедет, может быть, даже в другой город. Вы будете очень переживать, но переживать вам не за что. Ваш ребенок абсолютно готов к такой жизни. Вы вложили в ребенка все самое лучшее. Вы всю свою мудрость передали ребенку. И даже если вам кажется, что ребенок не готов, на самом деле все хорошо, готов. Так, еще. Верблюд с одним горбом. Ой, был бы с двумя, было бы просто шикарно. Но один это тоже хорошо. По этому верблюду явно будут какие-то улучшения в вашей жизни, в вашем доме. Верблюд, он движется справа в центр, даже я бы сказала, к венцу движется. Это все то, что вы сами себе честно заслужили и заработали. Что-то будет меняться, уже меняется, я бы даже сказала. Вы движетесь к лучшему, от худшего, грубо говоря, к лучшему движетесь. И еще для кого-то этот верблюд как верный знак того, что не за горами тот день и час, когда вы улучшите свое, не знаю, качество жизни, свое материальное положение. Вот что-то будет улучшаться. Улучшаться, причем, опять же, заслуженно, заработали, да, заработали, заслужили. Так, здесь у вас человек, который плетку держал в руках и как грозил вам этой плеткой. Может быть, какой-то конкретный человек, который грозил, угрожал. Может быть, даже какая-то ситуация, может быть, закон. Да, вы все разные, понятно, что у каждого по-своему. Смотрите, у человека не достанет сил для того, чтобы эту плетку применить. Либо вы найдете такую лазейку, например, в законе, либо найдете очень крутого адвоката. Но вижу, что эта плеть, она не будет ни поднята, ни удара не произойдет. Это все такое, знаете, типа слова. Слова ни о чем, там угрозы, надуманные, за уши притянутые. Вот. Ну, а вам, конечно, тут как совет, да, не ждать, пока там жареный петух в одно место клюнет. Здесь нужно действовать и как можно раньше. Чем раньше, тем лучше. Так, еще у меня здесь голубка, такая маленькая, худенькая, крылышко у нее сломано. И человек, который находит эту голубку, либо помогает этой голубке, лечит эту голубку, знаете, спасает, да, он ее спасает, эту голубку. Ой, как красиво, как чудесно. Смотрите, я вижу человека, который вам действительно помогает. Сначала вы будете благодарны этому человеку, а потом между вами любовь вспыхнет. Опять же, вы все у меня разные, да, но вот идет такая информация. Голубка, у которой сломанное крылышко. Добрый человек выходит, вылечит, на ножки поставит, крылышко починит, залечит. А сначала подружитесь, потом полюбите друг друга. Именно так идет. В самом венце у вас очень крутой знак двух возможностей. Вроде как разнозначных, но одна возможность приводит вас к кругу изобилия, а вторая возможность вам открывает дальнюю дорогу. Ну, выбирайте сами для себя, что для вас приоритетнее, актуальнее, желанней. И, пожалуйста, пользуйтесь этими возможностями. Эти возможности, опять же, честно заработанные, честно заслуженные вами. Мои хорошие, на этом у меня все. Спасибо вам за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.